Наверное, как у каждого творческого человека, все шло с детства, проживая в Узбекистане, в Маргелане. Мы, насмотревшись фильмов, играли в айвенгов, в Робин Гудов. В то время мы с досок вырезали, пилили, там что-то делали, луки, мечи, сабли, что-то такое. Занимался спортом, до сих пор занимаюсь, ушу. Для того, чтобы делать некоторые движения и изучать правильно ушу, нужно некое подобие оружия холодного, сабли, мечи. Так как негде было купить, заказать негде было в свое время, решил пойти найти кузницу, сделать сам. Ребята были немножко заняты, я стал им чуть-чуть помогать, чтобы они заказ быстрее свой сделали. И вроде стало получаться. Ну вот и остался, вот уже с 2003 года кузнечу. Мне нравится минимализм, маленькие какие-то вещи делать, ковать. Смотреть, как формируется металл, какой он гибкий, пластичный. Вот. Если брать толстый металл, он очень пластичный. Его когда нагреваешь и бьешь молотком, он иногда принимает такие формы, что не ожидаешь, как пластилин. Прям завораживает. Занимаясь единоборствами, мне близка эта тема, вот, и я решил сделать в национальных узорах или приблизиться хотя бы к ним двух борцов национальной борьбы куреш и ковер в восточном стиле. Если у меня будет возможность, может я попаду на какие-нибудь соревнования по курешу и презентую, подарю, а они могут презентовать это как приз или что-то такое лучшему борцу по курешу. Это вот простой уголок, строительный уголок железный. Нравится делать из того, что под ногами валялось. Взять просто железочку вот снизу, вроде простой металлолом, и сделать из нее необычную вещь. Я люблю дарить новую жизнь металлу, который уже считается неликвидом. Перед вами кузнечные меха. Мы реставрировали их по гравюрам, по рисункам, очень древних. Вот такими мехами пользовались 30-400 лет назад. За счет двухкамерных мехов мы поднимем в одну камеру перед воздух, верхняя камера ее выдувает сюда. И вы, как вы видите, воздух поступает сюда, ветер, и раздувает угли. Таким образом можно достичь нужной температуры до нагрева металла и работать с ними. Крымские татары работали мехами. Те картинки, которые я видел, они уникальны. Там были меха, они достаточно маленькие были. И кузнецы находились где-то чуть выше колен, стояли в яме, они могли сразу же присесть, а наковальня вверху была. То есть они могли сидеть и работать. Если заглянуть в историю, то кузнецы, которые проживали в Крыму, создавали именно такие утилитарные вещи, которые должны были в хозяйстве пригодиться. Лопаты, кыргыч, который казан чистить, всякие ухваты, а потом уже и, конечно, клинки. Наши клинки славились по всему Черноморью, побережью. Бытует такое мнение, что турки выкупали у нас оружие и переклеймали их, ставили свои клейма, чтобы казалось их хорошее оружие. И потом продавали уже в другое место. В Евпатории, в музее есть два ружья. Они не в том отделе лежат. Я попросил экскурсовода. Она подошла и говорю, а почему ружья стоят в отделе казаков? Она говорит, потому что это казачье оружие. Я говорю, не казачье, это или крымско-татарские, или турецкие.
Она говорит, почему вы так думаете? Посмотрите на клейма. И там клейма было меньше, вот полногтя к мизинцам. Клейма с арабской вязью. То есть отсюда ходила и на Русь, и везде были наши вещи. В кузнечном деле хорошему результату может принести опыт и большое терпение. Без терпения не получится хорошей работы. Она в конце концов смажется и не будет результата такого, который утешит вашу душу и будут радовать ваши глаза. Ну и любовь к делу тоже. Не будет любви, не будет терпения. Это как в жизни. У меня есть большая поддержка, это моя жена, мои дети, мои друзья. Жена постоянно мне помогает, распечатки делает. Она тоже тренер по ушу, и поэтому, наверное, ей тоже нравится холодное оружие. Я и топоров наделал. Мы походники, любим в лес ходить, у нее топорики есть, кинжалы, ножи мои есть. У меня нет, у нее есть. У меня 3 детей. 2 из них взрослые уже работают. Младший очень любит приходить, тоже ковыряться здесь, железки какие-то бить. Вот. По дому тоже там, если видит, что я работаю, пытается брать у меня инструменты и делать то же самое. Помимо кузнечного дела, я занимаюсь и преподаю кунг-фу, восточное единоборство кунг-фу. Мой стиль называется багуаджан. Багуаджан считается мусульманским видом единоборства, так как он был организован и родился в той местности, где жили китайцы-мусульмане. И еще мне нравится тем, что он необычный. Если все виды единоборства практически ходят по прямой или вдоль, или вперед, то багуаджан в круг входит. Он очень похож на танец дервиша. У меня сейчас смешанная группа. Самому младшему у меня 7 лет. Самому старшему 50 с чем-то. Очень интересно получается. Старший учится аккуратно работать, чтобы не повредить малышей, не поломать их. А малыши тянутся за взрослыми. Они перестают чего-то бояться, стремятся сделать так же, как они. Первоначально это, конечно, боевое искусство. Но в ушу так получилось, и в кунг-фу, что есть еще этические стороны. Не просто драка, а еще моральные какие-то, этическое воспитание спортсмена, бойца. У меня есть чемпионы мира, призеры мира есть победители украинских соревнований, чемпионы Украины, теперь уже чемпионы Крыма есть. Есть мечта на территории Симферополя купить земельный участок подальше от домов, сделать школу, музей кузнечного искусства. Работать на самом деле тяжелое и, если честно, не совсем денежное. Чтобы держаться, нужно быть энтузиастом. Видите, я решетки не делаю, ни одной решетки у меня нету. Заборов не делаю, ворот не делаю. Делаю вот такие вот вещи. Я мечтаю передать свое дело, свое умение и искусство новому поколению, чтобы оно не осталось только на картинках или на словах, или в кино, чтобы наше искусство не умирало, а продолжало жить.